появляются мемы и другой контент, и пытаемся привлечь внимание к себе. Да? То есть мы действуем в рамках ситуативного маркетинга. Да? То есть это очень популярный прием, который охотно приветствует аудиторию. Можно составить ньюсджекинг, не стоит это бояться, то есть, конечно, нужно быть всегда начеку и пытаться привлечь, следить за ситуацией, да, но ньюсджекинг, он тем и хорош, что можно заранее готовить, то есть мы заранее знали, что будет финал, да, Германия и Россия, да, в Олимпийских играх, и, возможно, два финала, да, то есть либо мы выиграли, либо проиграли. Вот. И те SMM-менеджеры, которые хотели интересный контент выпустить, получить свою долю внимания, да, за счет этого события, они готовили, конечно, посты заранее. Вот. Как пример такого поста приведу, то есть в прошлом году журнал People наконец-то назвал самую красивую женщину планеты, да, как он это делает каждый год. И самая красивая женщина в мире уже в 5-й раз, да, в прошлом году оказалась Джулия Робертс, да, красотка. И этот опыт был использован для создания поста, да, тоже в том сообществе фитнес-клуба. Что я сделала? Я опубликовала эту новость, да, то есть использовала заголовок, соответствующий продукт, да, то есть каким фитнесом занимается главная красотка планеты. Вывалила в первом абзаце, собственно, саму информацию о том, что она стала в 5-й раз, да, в чем, что она еще мама 3 детей, да, в чем же секрет ее привлекательности, привела цитату, вот, и привлекла пользователей, да, то есть предложила им угадать, предложила им поиграть, угадать, какой фитнес помог Джулии Робертс в 5-й раз стать самой красивой женщиной в мире. Понятно, что это не фитнес, да, помог ей, но кто с этим поспорит? Да? К тому же его предложила все варианты, которые входят в программы этого фитнес-клуба. И люди участвовали в вопросах. Вот, и все выбрали йогу, но на самом деле это был пилатес, то, чем она занималась. То есть это один из способов быть актуальным для читателя, то есть, чтобы читатель видел, что вы там не просто сами по себе, но тоже активный участник, живые, реальные, и живете теми же проблемами, теми же новостями, читаете ту же информацию, что и он сам. Ситуативный маркетинг, то есть ситуацию можно использовать любую, не обязательно там какую-то новость, да, в сфере шоу-биза там, или еще что-то. Удобным поводом для поста может быть даже погода. Да? Вот сегодня, например, середина марта, да, уже у нас там снег творится. То есть можно пошутить на этот повод. Или еще что-то. Тоже один пример приведу быстренько. То есть это было вот 24 апреля, да, и никак не хотела весна наступать тоже. И вот для группы, для сообщества курсов английского языка в Сыктывкаре, то есть я нашла такое английское выражение, которое переводится как «весна в Сыктывкаре взяла талон дождя», и описала его, как говорится, то есть привела его на злобу дня в связи с ситуацией. Что будут обсуждать вот этой весной? Сделала для вас небольшую шпаргалку. И то есть это то, что вы увидите в соцсетях, да, во второй половине за весь осенний наш период. То есть 29 марта вот выйдет новый блокбастер Спилберга, то есть, скорее всего, вы кучу мемов на этот счет увидите и можете заранее подготовиться к этой премьере. Да, то есть тоже можете какой-то материал найти в связи к этому событию. Поставить хэштег, то есть можно даже воспользоваться каким-то топовым хэштегом уникальным для этого события. Так, вот завтра, например, сегодня 14, да? Завтра, например, у нас в России, то есть вы тоже увидите кучу информации, всякой прикольной, и шутки на тему, то есть завтра у нас в России начнут выдавать пластиковые паспорта, да, которые, то есть один пластиковый ID заменит нам бумажный паспорт, СНИЛС, там, т.д. и т.п. То есть, можно было как-то к этой теме. А билеты, как уже давно пластиковые билеты. Как-то обыграть можно эту тему, да, то есть там экспедиция на Марс очередная, да, НАСА управляет 5 мая, то есть все это ждут, и сообщества в соцсетях ждут это особенно, да, чтобы заранее как-то заготовить мемы, и вернется в ноябре, то есть в ноябре будет вторая волна информационная в связи с этим поводом.
8 мая Евровидение в Лиссабоне, мне кажется, ленивый только не пнет эту тему. Почему? Потому что с этим событием связана политическая коллизия, да, то есть Россия и Украину, скорее всего, не пустят на это Евровидение, потому что они нарушили правила, да. Украина не пустила в прошлом году Юлию Самойлову, да, а Россия отказалась от телетрансляции, вот, так что, скорее всего, увидите очень много информации на эту тему. Ну, 19 мая, мне кажется, это событие, вот, ну, грех вам не обсудить в ваших пабликах, это свадьба принца Гарри. Есть интрига, да, может быть, знаете, то есть невеста, она, во-первых, старше жениха, к тому же она дочка афроамериканки, она кинозвезда, очень острый язычок. Вот. И самая главная интрига в том, что королева Елизавета уже отказалась прийти на свадьбу. Вот. Можно как-то это тоже обыграть, и мне кажется, что вашим читателям будет интересно. Вы удовлетворите их любопытство. Не все же в курсе новостей вот таких интересных. Если вы дадите им почву еще для обсуждения, они будут вам только благодарны. Вот. Тем более мы, женщины, очень любим такие поводы пообсуждать. Вот. Ну и 24 мая выйдет вторая ожидаемая премьера сезона, да, «Предыстория Звездных войн». Даже можно покопаться в истории, посмотреть, ну, очень много информации вот именно по теме «Звездных войн». Думаю, что тоже можете этим воспользоваться. В ролях куча звезд. Так, ну, это очень классный прием. Обязательно им воспользуйтесь, прям следите за тем, какие события вот будут, и готовьтесь к ним. Я думаю, что ваши читатели воспримут и оценят это на ура. Ну, а я предложу вам перейти ко второй части, да, ко второй нашей встрече, которая будет посвящена секретам вовлечения подписчиков. То есть это прием, который я называю активацией. Это то, что позволит вашему контенту быть интересным, быть востребованным подписчикам. Это то, что позволит подписчикам стать частью вашего продукта. Самый простой способ активации, да, это задать вопрос. То есть в любой непонятной ситуации задавайте своим подписчикам вопрос и подталкивайте их к диалогу. Ну, вот примером я приводила с книжкой Гарри Поттера, да? То есть даже с таким приемом просто вырабатывать хотя бы привычку. Вы можете задавать, чтобы ваш подписчик понял, что вы хотите с ним дружить, да, хотите знать о нем больше, вы от него ждете признания. Вы можете поначалу задавать вопрос в начале поста. Он был виден, ну, уже в шапке, да, то есть не был скрыт вот этой строчкой «показать полностью». Вот. Ну и что значит любая непонятная ситуация? Ну, вот мне нечего было писать 20 мая 2017 года. Видимо, я не составила контент-план, и что-то вот мне... Ну, то есть это один из моих, как сказать, самых ленивых постов. Вот, я сфотографировала математику, то есть это, опять же, ну, привязалась к ситуации, да, и для группы паблика курсов просто спросила у людей, как это назвать по-английски. Сыктывкарские газоны вовсю пестрят первыми цветами, то есть взяла факты из жизни, из среды обитания, ну, наших же пользователей, наших же подписчиков, внедрилась, как сказать, ну, есть такой прием в маркетинге, внедрить продукт в среду обитания. Да, то есть вы можете увидеть там фотографии, опять же, стаканчиков, там Карлсберг, кофе популярный очень. Вот. Додо Пицца этот прием активно использует, то есть внедряет там коробки какие-то там, где-то как будто бы случайные фотографии, там коробка или стаканчик с Додо логотипом. То есть прием активно используем. То есть даже если вам не о чем писать, ну, найдите что-то вот сиюминутной, да, ситуации и просто задайте вопрос. Тем не менее, да, вот 48 человек решили угадать, как называется вот математика по-английски. Да? 2, по-моему, и 3 ответа адекватных. Я, знаете, как опросы делаю? Я даю вот 3-5 ответов, ну, больше, и 3 каких-нибудь нормальных, а 1 какой-нибудь, ну, там, ну, с прививок. Ну, то есть так, это как сказать, ну, типа я говорю, что ли. Вот. Или, например, ввожу там последний вариант подглядеть у других. То есть иногда читателю что-то сложно выбрать, да, и сложно там ломать голову. Он не хочет вообще, он не знает, он учил немецкий, вообще это лампочки, и цветок, и английский, но он хочет быть причастным, да, и он нажимает строчку «Подглядеть у других». То
То есть он все равно вовлечен, да, пусть не так, но хотя бы так. И увидит результаты опроса. Опросы — это очень мощная штука, да, которая работает на вовлечение. Плюс с помощью опроса вы показываете о том, что вы жить не можете без подписчика, вам обязательно нужно знать, чем он живет. То есть вы высказываете к нему внимание, а внимание и признание — это два мощных рычага, да, манипулирования. Вот. И плюс вы собираете контент. То есть я уже говорила сегодня, что по результатам опроса можно сделать тоже пост. С рейтингом, или со статистикой, или с цифрами, или просто развить какой-то из пунктов опроса. Например, я проводила опрос, 7 признаков плохого тренера, что ли. Значит, просто собрала в вопросе 7 разных признаков, типа там от него пахнет жареной картошкой, там, или он опаздывает, или он там много болтает, что-то такое. Вот. И народ активно голосовал, потому что негатив, он вызывает больше интереса в соцсетях. И потом на основе этого опроса сделала повторный пост через 2 месяца и снова призвала. То есть если вы хотите повлиять на итоги опроса, переходите по ссылке и голосуйте снова. То есть, покажите своему подписчику, что он имеет влияние на ваш паблик. И все захотят непременно как-то повлиять, это точно. Потом, что такое опрос? Это не обязательно нужно узнать, да, что-то мнение какое-то подписчику или собрать контент. Это может быть просто развлекающий опрос без какой-то там подоплеки. То есть просто вы даете, вот как в посте про анонсы кошачьих книг, да? То есть вы даете какую-то информацию, а благодаря опросу вы даете, то есть вы удовлетворяете потребности в развлечении и даете ему какой-то отдых. То есть это те же самые игры, но просто без призов. Да? Обязательно используйте, хотя бы на первых порах, когда вы только начинаете раскачивать свою аудиторию, в вопросах обязательно давайте предложенные ответы. То есть не оставляйте вопрос открытым. Скорее всего, людям будет лень писать комментарии. Давайте ему готовые ответы. Правильные, неправильные. Даже вот один ответ, да, любите котиков, да. То есть человек, он не будет писать в комментариях, да, или там ставить плюсик. Ему легче уже нажать готовый ответ, когда за него уже все сделали. Если вы в своей группе активно используете опросы, то сделайте какой-то специальный хэштег. Я использую просто хэштег опрос и через собачку название группы. Потому что тот человек, который вновь пришел в ваш паблик, он раз поучаствовал в одном опросе, а ему прикольно, опрос прикольный, и он хочет в других поучаствовать. Да? То есть делайте этот опрос, материалы с опросом сопроводите вторым рубрикационным хэштегом, да? Именно опросы. То есть человек нажмет на него и увидит все опросы и во всех поучаствует. И самое главное, что опрос это касается для всех приемов вовлекающих. Он должен быть простым, то есть не надо мудреным. Какие-то ответы там замудренные делать, не заставляйте ломать голову вашим подписчикам, он пришел к вам отдохнуть, развлечься, перерыв 3 минуты, и он не станет решать какие-то там головоломки. Так. Опросы, наверное, все проводят, да, все пользуются этим приемом, да? Прямо вот везде пользуйтесь. Вот это единственный прием, по-моему, которого не будет это не много. надоедает? Нет. Вот по моей практике, вот люди ждут даже. То есть мне уже там звонят, пишут в личку туда, в сообщения сообщества, которые давно не играли, там или еще что-то. То есть уже сами заказчики ждут. Даже когда там какой-то опрос или еще что-то. Этот прием, то есть если они будут интересны, если они будут удовлетворять потребности, они не будут не будут напрягать, они будут легкими, интересными, то такой контент только приветствует аудиторию. Пост ваших коллег, да, опять же, Молчановка. То есть они дали обычные шаблонные книжки, но переписали к нему опрос, да, то есть что они, какую задачу они хотели выполнить. Про какую книгу написать в следующий раз. И вот они предложили варианты. Про книгу о маркетинге, про самоучитель по английскому языку. То есть им-то оно не надо, может у них уже заготовлен там полпостов на полгода вперед, да, с этими анонсами. Но они тем самым показали читателю, что читатель для них подписчик, да, что он для них важен.
И подписчик, он получил какую-то свою долю признания, да, он почувствовал, что я имею какое-то влияние. То есть если я проголосую, то, возможно, мой ответ, да, так сказать, повлияет на выход следующего поста. И сам пост, сам анонс становится интереснее благодаря вот этому увеличению. Да, вот видите, он настолько интересен, что даже кто-то вот пытался проигнорить и написал какой-то комментарий. И как через 5 минут комментарий получил свой ответ. Да? То есть это очень хорошая реакция. Вот. Ну а начинался этот пост, конечно же, с рубрики. И вот строчка была: а вот и обещанная научно-фантастическая книга. То есть надо думать, что предыдущий пост тоже был сопровожден таким вопросом, где большинство, то есть мы будем думать, что следующий пост будет про современный зарубежный литературный бестселлер. Те люди, которые, вот 16 человек, которые проголосовали за это, они вот как-то чуть-чуть себя погладят. Что еще можно здесь рассказать? Опросы, они прежде всего не должны решать, то есть опросы, как и любой контент, да, он должен быть о подписчике. То есть если вы даже, вот опять же, даете анонсы своего продукта, да, с книг, то прикрепляйте опрос, в котором подписчик узнает себя. Причем узнает себя не как читателя. То есть, не воспринимайте своих подписчиков, да, как людей, только читающих книги. То есть эти люди, они еще едят, они ходят в кино, они красят ногти, они воспитывают детей, там, варят кашу с утра, еще что-то, ходят в школу, там, испытывают, там, любят друг друга, там, не знаю, страдают. Ну, то есть это обычные люди, то есть не видите в них только поглотителя книг. Если вы пишете пост про книги, там, про ваш продукт, то опрос пишите про обычную какую-то бытовую ситуацию. Вот, как пример, опять же, из группы про английский язык. То есть это какой-то обычный просто информационно-развлекательный пост о том, что какой-то англичанин там стянул новый рекорд. И сам по себе повод, он как-то не особо, есть и есть, да, глупые британцы, вечно какие-то рекорды ставят. Вот. Но вот этот пост, он выполняет задачу именно вовлечения аудитории. То есть 60 человек проголосовало за то, любят они макать печеньки в чай или нет. То есть, ситуация проще не придумаешь, да, банальнее и глупее этого не придумаешь. Мне кажется, как вообще такое можно публиковать, да, в соцсетях? Но вот именно этот контент, он в соцсетях и востребован. То есть ради этого контента люди заходят в соцсети, да мы сами туда заходим. Да? То есть нам серьезности и всяких важных, официозных вещей хватает в реальной жизни. Да? И в соцсети мы заходим, чтобы быть самим собой и казаться немножко лучше. Вот. Ну и вариант ответа про меня, там, ем сухую, люблю похрустеть, предпочитаю другие напитки, закуски. То есть, пост там с претензией на юмор какой-то, в общем, он вызвал хорошую вовлеченность, и подписчик увидел здесь себя, самое главное, да, то есть он в вашем паблике, да, пусть даже как-то очень косвенно связан с вашим продуктом пост, но это дало подписчику возможность увидеть себя на вашей площадке. Только что вот мы с вами говорили про пользовательский контент. Да, я говорила о том, что самый простой, самый понятный, самый удобный способ получить этот контент и вовлечь читателя, и увеличить охват – это конкурс. Да? Почему конкурсы так популярны? Да? Опять же, помощник рычага – это подарки внимания. Я здесь имею в виду именно конкурсы, за которые мы получаем призы. То есть мотивация в этом контенте, участие в этом контенте будет именно приз. Какой должен быть конкурс, чтобы он не провалился? Да? Потому что бывает так, что мы организовали конкурс, и мы 3 участника, все 3 участника это дети наших коллег, да, наших сотрудников. Конкурс должен быть очень простым. То есть учитывайте возможности и вкусы своей аудитории. Не надо их заставлять там, писать романы или еще что-то. Сейчас очень много конкурсов. Там, напишите отзыв, там еще что-то. То есть даже если я не пользовалась продуктом, я напишу отзыв. То есть мне и так-то трудно отзыв написать. А тут я еще и продуктом не пользовалась. То есть не делайте сложные конкурсы. Тем более, что вы за них не сможете дать там очень дорогостоящие призы. То есть сложный конкурс предполагает именно
какой-то очень ценный, дорогой приз, за который там действительно кто-то захочет побороться. Да? Плюс вот таких конкурсов в том, что они отпугнут любителей халявы, да, но аудитория будет очень мала. То есть такой вид конкурса хорош для больших брендов, больших марок. Вот. Для нас с вами предпочтительные конкурсы какие-то творческие, да, ведь вы наверняка не пользуетесь, там, детские рисунки, там, еще что-то, какие-то истории. Вот. Опять же, заводите для конкурса специальный хэштег, да, который позволит вам отслеживать и пользовательский контент, и прописывайте четкие правила. Почему? Потому что ВКонтакте очень следит за проведением конкурса. Да? Если конкурс во ВКонтакте в настройках, да, и вы в блоге, есть прописаны четкие правила проведения конкурсов. И вот не поленитесь их почитать, потому что убережете себя от многих каких-то юридических огрехов. Почитайте правила. Что касается вот этих конкурсов репостов, да, то есть все очень любят. Проводили когда-нибудь сами, стоит об этом говорить? Конкурсы репостов. Ну, то есть где нужно сделать репост, и потом случайный выбор определяет победителя. Проводили такое? Вот. Нет? Ну, в принципе... Мы участвуем. Не знаю. Ну, я вам хочу сказать, что, поскольку я работаю, то есть я могу определить, честный конкурс или нет. То есть я могу сказать, что с каким приложением можно обхитрить и выбрать себе нужного победителя, да, а где вот по-настоящему выбор. Но такие конкурсы, они стали уже шаблонами, и я не призываю вас использовать. Почему? Потому что есть, опять же, наш пресловутый алгоритм умной ленты ВКонтакте, да, который блокирует контент, и он просто технически, автоматически занизит охват вашего паблика. То есть даже если у вас будет большое количество участников, которые сделают себе репост на стену, этот пост, он не попадет в ленты их. То есть цель репоста, задача, да, она не будет выполнена. Этот репост он не попадет на стену к их друзьям и так далее, потому что ВКонтакте он отслеживает по стоп-словам. То есть стоп-слова — это репост, там, сделай репост, вот такие фразы, то есть система их вычисляет, и смысла нету. Можно проводить, но опять же, нет куда без добра, да? То есть появился алгоритм, который высчитывает лайки, комментарии. То есть можно провести конкурс просто по лайкам. То есть тем самым, да, вы не получите репосты, но вы увеличите охват одного поста. То есть в первые минуты после выхода его вы получите большую активность, а можете еще попросить как-то оставить комментарий. То есть комментарий по весу равен 3 лайкам в алгоритме. То есть предпочтительнее, конечно, просить комментарии какие-то, но, опять же, вот Инстаграм буквально на прошлой неделе вывалил новость о том, что сейчас не будут учитывать, то есть при ранжировании постов, и ВКонтакте к этому придет скоро, не будут учитываться комментарии типа «супер», «очаровательно». То есть мы когда просим друзей написать, поставь мне какой-нибудь комментарий. И вот меня подруга постоянно просит, а некогда, я не знаю, что ей писать, я вообще не читала пост, я пишу очаровательно или что-то такое, да. Вот Инстаграм меня обрадовал на прошлой неделе, что все, ты больше не сможешь так сделать, потому что мы не будем поднимать вес поста твоей подруги, такие комментарии будут не учитывать. То есть какие комментарии стоит писать? В любой непонятной ситуации задавать вопрос, да, получать ответы, снова задавать вопрос, то есть вовлекать читателя в диалог. Пусть это будет даже как-то нарочито выглядеть, но тем не менее читателю уже, то есть если он один раз ответил, ему уже будет стрёмно оставлять ваш вопрос без ответа. Дорогостоящие призы можно заменить публикациями, да, то есть все хотят видеть себя в соцсетях, для того, собственно говоря, и выкладывают там свои фотографии и прочее. То есть обещайте просто публикации, какие-то призы, и обязательно, да, то есть отмечайте участников конкурса, обязательно их хвалите, а даже если это не победители, то все равно используйте их контент, он у вас есть, и пусть он даже не очень качественный, да, но к нему и нет таких требований, нет ожиданий. То есть пусть каждый участник конкурса будет, получит свои какие-то славы. Обычно по проведению конкурсов много вопросов.
Не стесняйтесь что-то спросить у меня. У нас компетентное жюри выбирается. Вот, да. Ну, то есть, да, способы выбора разные, то есть можно найти какое-то приложение случайно, да, можно заснять это на выбор, на видео, вот, а можно выбрать экспертное жюри, но жюри тогда действительно должно быть очень экспертным, и вы должны его представить отдельным постом. То есть материал, вы же все равно какой-то конкурс раскачиваете, то есть У нас же там сразу прикрепляется положение о проведении конкурса, то есть там все условия. Берите из этого положения материал для постов. То есть вам нужно анонсировать конкурс, вам нужно привлекать участников. Периодически, там, через 2, через 3 дня. Выпускайте пост-анонс, там, например, там, 23 работы уже присланы на этот конкурс. Или там посмотрите, какая прикольная работа пришла к нам на конкурс. Или вот, типа, вот эта участница, наверное, претендует быть там самой юной на этом конкурсе. То есть, когда у вас идет конкурс, анонсируйте его, тоже раскачивайте. Пишите, только не просто так, что вот у нас идет конкурс, присылайте работу, да, то есть это уже не интересно никому. А какой-то факт интересный, в котором пользователь себя увидит. Вот. И опять же, вот те же самые положения о конкурсе, да, которые явно никто не читает, не будет скачивать этот документ, возьмите из него какие-то там штуки и сделайте пост там. Ну, самый простой вариант — сделать подбор, да, в форме поста. Представить жюри, ну, представьте его там не просто сухо, там что-то, а с какими-то интересными эмоциональными живыми фотографиями. То есть, ну, покажите конкурс, что он живой, и там люди, а не просто там какое-то это сухое мероприятие для галочки. Так. Ну, вот давайте немножко попрактикуемся, да, чтобы мы не поскучали тут. Вот, приготовила для вас небольшую практику. Вопрос аудитории, да, написала, какой прием использован. Сейчас я расскажу про суть. Сейчас посмотрим. Включу. Так, сейчас. Угадайте, какой прием здесь использован при создании этого поста. Ну, вообще, какая ситуация, какая идея поста. Ну, вообще, вот это сообщество, да, вот, которое вела весь прошлый год, стратегия заключалась в том, что инсайт, да, вообще идея заключалась в том, чтобы показать людям, подписчикам, что английский язык, он востребован здесь и сейчас. То есть не надо ждать какого-то путешествия, да, когда-то вот мы поедем туда, и мы хотим там разговаривать с иностранцами. То есть в представлении многих, особенно детей, да, цели изучения языка, они очень отдалены во времени. То есть это когда-то какое-то отдаленное будущее, что может быть я поступлю там за границу, да, или может быть я поступлю там в институт. То есть детям вообще-то непонятно. Дети не хотят учить язык, ходить на курсы, да, хотят их родители. Вот. И мы тем самым вот, решали проблему с помощью соцсетей. То есть мы создавали в паблике ситуации, которые позволяли понять, что язык он нужен сегодня. Да? Ну, вот этот трейлер, сейчас не хочу вам рассказывать. То есть это трейлер на английском языке. Да, то есть, ну вот даже по тексту поста попробуйте угадать, какой прием я использовала. Ну, это вот когда... 25 мая в кинотеатрах начнется прокат фильма «Пираты Карибского моря». Все рассказывают сказки. А пока готовится премьера, давайте вспомним легендарный пират, который совершил крутой свет на пламени, служа английской Елизавете, получил от Никиты Рыцаря. Участвуйте в вопросе. И далее следует опрос. Ну и так далее. Потом опрос вызвал много комментариев. Какой прием использовать? Опрос, да, ну опрос, да. То есть вовлечение, да, активация, еще какой-то. Ну, анонсирование. Анонсирование, да. Ньюсджекинг, да? То есть 3 мая, да, активно пошли анонсы в соцсетях, активно начались публикации мемов и всяких приколов на тему выхода этого фильма, да, который все очень ждали. По крайней мере, аудитория этого паблика, она активно следила за этим, то есть я видела репосты многих материалов и информации, вот, и решила выложить такой пост, вызвала меня ситуативный, прикрепила трейлер на английском языке и создала опрос, да, который потом еще и вызвал комментарий. То есть там не то, что комментарий, даже все 24 варианта, да, один из них вообще левый, а первый, то есть аудитория не угадала, во-первых, вот. То есть у меня в комментариях какой-то вот кактус сыр еще и дополнительную игру завел, это было очень интересно.
То есть я пыталась его вовлечь вот с помощью вопросов, то есть какой же был ваш вариант ответов, еще что-то, похвалила его, и он похвалил. Ну, в общем, раскачивайте комментарии. Комментарии очень хорошо работают с ценностью постов. Так, ну какой вот еще пример игры, да, приведу. То есть можно делать фотоигры, не обязательно делать какие-то викторины в виде опросов, то есть можно делать какие-то фотозадачи. Вечно зеленый тренд ходит. Игра называлась «Найди кота». То есть, во-первых, обыгрывался логотип, да, компании, то есть мы только выводили этот клуб на... Ну, то есть он новый, да, о нем никто не знал. Вот, нам надо было завести фокус на него. Игра называлась «Найди кота». Кто нашел? Да, внизу. То есть очень хороший охват получил этот пост. На создание у меня ушло буквально 3 минуты. То есть в фоторедакторе там обычно найти подложку, ну это быстро. Один раз поставить и все, и потом скопировать просто и все. Вот и создано. И на одном из них там нарисовать усы с ушами. Все, ничего такого не надо. Дольше придумываешь, чем что ты делаешь. Вот одна тоже из фотоигр. То есть используйте тоже какие-то фотоигры. Я вам подскажу, накидала тоже себе вот на листочки какие-то идеи вот, относительно вашего контента. Вот такие фотозагадки можно использовать. Так. Используйте вообще игры, в которые мы играем. То есть все мы родом из детства. Да? Все мы играли в прятки, в догонялки, в салочки, в фанты, там, в третий лишний и так далее. Берите эти идеи, переносите их на свой контент. То есть, ну, я примерно была, то есть у нее в руках там что-то скакалка, по-моему, была, что ли. Вот, я завела опрос с готовыми вариантами ответа, то есть не просто там угадывать, а что там, скакалка, там то-то, то-то. И кто угадал, то есть угадали-то сразу, но я ждала, пока куча вариантов возникнет. И уже, когда я смотрю, там активность сошла на спад, уже опубликовала правильный вариант, и что-то ей даже подарили, там, какой-то бесплатный занятие, тренажерки. Вот, то есть зарядка для ума, да? Такая небольшая, то есть простые какие-то загадки. Вам можно заводить какие игры? Во-первых, угадать книгу, да? Например, вот ну, мне такая идея пришла в голову. То есть приходит вам какой-то лояльный читатель, очень, который еще такой активный пользователь в соцсетях, да сфоткайте вы его. Вот сделайте вот фотографию там 500 на 70, да? Пусть он в руках держит книжечку, да? Пусть она какая-то Лиса Селезнева, да, назовем ее. Нанесите на нее дрянку свою, да, логотип там или еще что-то, да, и предложите подписчикам угадать, что за книгу она бы как-то, то есть какую книгу выбрала сегодня Алиса, да, и наверняка эта Алиса, она сделает репост себе на стену, она сама вовлечет в эту игру своих друзей, своих подруг. Отметьте ее на фото, отметьте себя на фото, и даже если там в первые минуты пост там не заходит, ну нет сейчас активной аудитории, да, в соцсетях, разошлите его своим коллегам, своим друзьям, да, пусть они включаются в игру, и люди, которые увидят, что там есть ответы, тоже обязательно включатся. То есть играйте с читателем. Мне кажется, это ваша тема, это у вас такая благодатная почва для игр с читателем, это такой классный прием, играть, проводить опросы. Ну, как говорится, вам сам Бог велел, вот с таким материалом, да, сложно там играть с каким-то продуктом, например, да, для производителя холодильника, например, очень трудно вести паблик. Вот, хотя там, если перейти на тему еды, то очень тоже благодарна. То есть ищите себе какие-то варианты. Что еще? Ну и следом, конечно, вслед за этим, да, то есть не нужно гадать, конечно, выпускаем пост с отгадкой, то есть уже публикуем фотографию без этой плямбы. Можно сопроводить каким-то фактом о скакалке, да, или там подборкой фактов, что она там в таком-то, тогда-то придумала, что если скакать там 15 минут сижу, что столько-то калорий, что там у боксеров обязательно элемент скакалка, там, ну, как вот, в общем, какие-то легкие, непринужденные факты, но которые удовлетворяют, опять же, потребность в каком-то, ну, какой-то информации получения, в каком-то легком контенте. Ну вот, опять же, один из вариантов тоже паблик с курсом, для курсов английского языка, да, тоже вариант фотозагадки. Вот ваш контент. Да? Что-то я тоже не знала, что мне сделать там сегодня, какой пост. Вот, и решила сделать подборку. Да? А животных главных героев британских книг. Их 5, просто я тут, ну, чтобы видно всем было. Там еще из Маугли животные все. И лев из Хроник Нарнии. Ну, 5.
Вот. То есть это никакой не рейтинг, это просто я там вспомнила каких-то животных и что-то из них, материал взяла для поста из Википедии, то есть сократила его и все. Вот. И вот элемент вовлечения, да, то есть в любой непонятной ситуации задавайте вопрос, а какие другие животные персонажи мировой литературы вами любимы? Да, что-то кто-то там написал, не помню что, кто-то написал что тараканище. Вот. Ну, приветствуйте только такие комментарии, да, потому что человек хочет шутить, похвалите, да, оцените его. Даже если, допустим, человек решил поигнорить, да, даже если вы считаете эту попытку неудачной, дай бог с ним. Ну, хвалите, что вам жалко, что ли. Делитесь в комментариях, а еще решайте фотозагадку, да. Обычно стоковая картинка, там в Яндексе пришла, налепила зашлепка с цветами логотипа, да, с брендовыми цветами. Вот, и опрос, что ли в руке. Конечно, сейчас собираться и читать. Так. Я думаю, что вам такой прием очень интересен будет. Вот. Ну, тоже приближен, наверное, к вашему контенту, да. То есть на волне выхода сериала вот с этим, как его, Камбербэтч, как актер третьего зовут, да? Я не знаю. Вот. На фоне выхода, то есть все очень ждали, или с Робертом Дауни, я уже не помню, с кем из них там вот этот последний сериал был. Вот. Ну, в общем, нужно было угадать, да. То есть, опять же, простая фотозагадка, не надо особо мудрить. Вот. Угадайте третьего, да, кто третий. Вот. Ну, опять же, ваши метод индукции, попробуйте угадать, кого искать на фото. То есть, вроде как привязка к английскому языку есть, да, то есть, ну, не будьте ограничены только книгами, да. Идите дальше. Какой еще пример? Ну, вот опять же на тему Шерлока Холмса тоже был ситуативный пост. Опять же, во время популярности сериала тоже ваш материал, то есть можно закончить цитату, предложить читателям, так? Взять какую-то не очень сложную, мудреную цитату, там реплика какого-то. Миссис Хадсон украла мой, и 3 варианта. Мозг, еще там что-то было на английском языке, я не помню, и череп. То есть варианты были на английском языке. Ну и вот как отгадку я уже тут прикрепила, то есть этот пост, он не столько там заставляет читателя там мудрить, что-то додумывать, сколько просто развлечься, там, почувствовать себя значимым. То есть ответ, он уже дан прямо в этом посте, причем аудиоответ. То есть используйте все возможности, не только фото там, и видео, да. Я просто не нашла видео, где Шерлок Холмс говорит эту фразу. Зато нашла аудио с озвучкой BBC, да, сериала. Миссис Хадсон, череп, несла там на английском языке. То есть используйте все возможности, развлекайте не только сами, ну, смыслами, но еще и способами. Тоже ваш формат, да, закончить цитату. Берете известную какую-нибудь личность, там, автора, писателя или героя, и предлагаете готовые варианты ответа. Да, тут на английском языке счастье, хорошее здоровье и плохой аппетит, плохой характер и плохая память. Ну и все, конечно, выбрали правильный вариант. Ну, свой человек выбрали. Но, тем не менее, прием такой, он очень хорошо работает. Еще такой вот очень удачный прием, который все любят, это искать отличия. Да, все мы любим детские журналы, да, до сих пор я сыну покупаю журналы, там первым делом он ищет картинки с такими заданиями. В производстве такой контент абсолютно несложный, но какие задачи можно решить, какие ваши задачи, да, можно решить с помощью этого контента. Во-первых, сообщить о новинках или о выставке. Просто анонс, что к нам пришли в книжку какие-то библиотеки, он, скорее всего, ну, кого-то заинтересует, но не всех, да, то есть не такую часть аудитории, которую бы нам хотелось. А если бы этот материал преподнести в виде фото-загадки какой-то, то есть я просто на своем столе выложила там идеи 8 марта, по-моему, что-то у меня там дома было. Вот, то есть нам нужно периодически напоминать о подарочных сертификатах. Ну, то есть задача вот того паблика периодически говорит о том, что есть подарочные сертификаты, еще до кучи мы батончики продаем. То есть надо об этом как-то напомнить, да? Но постоянно говорите, типа, ребята, мы тут вот это не забыли, мы тут подарочный сертификат. Вот это скучно и нудно, и никто этот контент не приветствует. Да? Но если вы подадите в таком формате, сообщите о какой-то выставке. Например, сфотографируйте там книжную полку,
да, и на ней вот, на одной фотографии, да, то есть сфотографируйте, а на другой поменяйте эти предметы местами. Книжку там вниз головой поставьте, одну уберите, третью там с другой местами поменяйте. И человек, он уже будет разглядывать вашу фотографию, потому что фотоконтент, он приветствуется больше и пользователям, и самим алгоритмом ВКонтакте, чем текстовый. То есть так вы свою задачу решите и еще и удовлетворите подписчикам. Призывайте ставить лайки к таким постам. Да, то есть к таким постам люди охотнее поставят лайк. Вот. Может быть, даже и призыв помещать. Будьте неожиданными. То есть за сложный конкурс вы даже можете не обещать какой-то приз, а за какой-то клевый, но порадуйте подписчика, да, ну, примерно. То есть дайте ему что-то сделать очень простое, и за это еще не удивить призом. Используйте все возможности. Вот еще один прием, который, я думаю, что вам будет полезен, да, это угадать героя или автора. Здесь, ну, опять же, паблик был для английского языка, вот, но, тем не менее, вы можете провести там какой-то фрагмент литературного произведения на русском, да, и спросить, узнали ли вы героя. Вот смотрите, какая мотивация была. Угадаете, съедим в вашу честь банку варенья, кило печенья. И весь этот пост был привязан к календарю событий. То есть был день малинового варенья в этот день, не знаю уж, кем он там был придуман. Я не стала об этом писать, потому что не очень доверяла источнику. Ну, непонятно было вообще, откуда ноги растут, да, у этого дня. Но, тем не менее, где-то он был там зафиксирован. Вот. И чтобы сообщить об этом поводе и как-то интересно его преподнести, вот можно использовать такой прием, угадайку. Да, и, ну, опять же, читателю нужно было учить свои знания английского языка, чтобы прочитать и чтобы ответить на вопрос. Вот. Ну, так вот, правильный ответ, конечно, не Карсон, а Том Сойер. То есть фрагмент был взят именно из повести Тома Сойера. Вот, ну, не знаю, обратили внимание, то есть больше приемов можно увидеть вот в этом паблике, потому что я, когда проводила аналитику и когда разрабатывала стратегию, то есть я увидела, что вот языковые игры это то, что позволит решить нашу задачу, то есть вовлечение, показать продукт в действии, да, и очень востребованной аудитории. И вот это игры, опросы, вот мы взяли как формат паблика, и вот их я использовала каждый день, и они не уставали играть. Процент вовлечения был очень хороший. И вот если вы зайдете в этот паблик группы Бенфорда, сейчас я его не веду, я его вела в прошлом году, то есть все посты за прошлый год можете отследить по рубрикам, вот, посты с играми отмечены рубрика Бенфорд игра. То есть если вы зайдете, вы увидите больше примеров гораздо, и может быть что-то из моего опыта подчеркнуть для своих. Но опять же, вот прием, третий лишний, да, то есть там у нас был использован прием на фото. Вот. И здесь опять же ваш контент. Да, то есть вы знали, что сказка про медведя вовсе не руссконародная, а переделана Львом Толстым из английской. То есть вы даете опять читателю какое-то небольшое знание, да? Какой-то интересный факт сообщаете. Но при этом вы еще и вовлекаете его. То есть, ну, сообщаете, да, что там герой это не только там девочка, да, но еще и лиса, и вредная старушка. Меняются именно девочки, участвуйте в вопросе. То есть, как зовут героиню английской сказки про 3 медведей. То есть, как ее зовут там Мэри, Элеонора Нюр или Златовласка. Конечно, ее зовут Златовласка, Элеонора Нюр это как раз автор английской сказки. Или человек, который ее написал. Ну, в общем, что-то как-то связано. То есть используйте все вот эти игры, всем знакомые, да. Можно в фанты поиграть. Ну, то есть можно адаптировать любую игру для своего формата. Догонялки, вот как я использовала. Игру в ассоциации, по-моему. Так, то есть вы, например, пишете название какой-то книги, там, да, какое-то ключевое слово. И там просите подписчиков поделиться своими ассоциациями, которые сразу приходят к ним. То есть игры в ассоциации очень тоже любят пользователи, особенно женщины. Или там вы можете предложить ассоциации только там на какую-то заданную тему, то есть очень ограниченно. Вот. Или, например, у меня было, то есть мы загадали слово, связанное вот с этой темой. Типа, кто угадает, тому аплодисменты. Ну, даже вот ради такого, то есть вот, мотиватор никакой, да, аплодисменты. То есть, ну, победителю я написала, потому что вот она угадала,
вам обещаны аплодисменты, прикрепила запись в комментариях с аплодисментами. То есть, ну, или вот вы можете написать, что вот наш приз там, за конкурс чисто символический, но зато от чистого сердца. Ну, как-то вот искренне, эмоционально, если преподнести, то люди, они участвуют в играх, опросах не только ради, даже не только, а вообще не ради призов там, или еще что-то, а ради внимания, ради того, чтобы там спросили о чем-то. Так. Ну, пока про полезные ссылки. Так, еще что-то, да? Так, это рассказала. А, вот еще у меня идея была, да, я ее сегодня утром написала, поэтому не успела презентацию нести. Можете провести какой-то книга-баттл, да, ну, баттл-битва, да? То есть читатели, подписчики очень любят всякие войнушки в соцсетях. Проведите соревнования, да, это вот как кто кошечки, кто собачки, да, любит. А тут вот кто, например, давайте посмотрим, какая книга популярнее среди наших подписчиков, например. Ну и какие-то 2 книги публикуйте там. Опять же, вы можете решить задачу рассказать о каких-то новинках или вот напомнить о каких-то книгах, да, которые уже там, в которых снижается популярность. Так, или вы, например, можете вообще сделать это как ситуативный пост. То есть, например, сегодня, допустим, 14 марта, там Набоков, допустим, ну я, конечно, сейчас придумаю, то есть написал, там, вышла в свет Лолита, к тому же, допустим, да, и, допустим, вышла в свет там, ну, там, пропастью воржи, да, Селлинджера. То есть узнайте, какая книга прочитана, да, вашими подписчиками. Или, например, то есть так вы не только вовлечете, да, спросите мнение, но так вы еще и дадите какую-то дату поднесете, да, то есть у вас еще и календарь событий сработает. То есть вы сообщите, что вот в этот день вот вышли книги. Или, допустим, там кто-то родится в этот день. То есть, опять же, какую-то дату можно не просто о ней сообщить, что сегодня вот там Лермонтов родился, да, но как-то интересно это сделать с вовлечением читателя. Так, конец цитаты. Да, там можно предложить угадать автора, да, по кусочку текста. Я давала вообще, по-моему, у меня был пост такой, то есть я написала стихотворение, нашла перевод пушкинского стихотворения, вот это «Мороз и солнце, день чудесный». Опять же, на злобу дня, то есть была такая погода, вот, я нашла перевод этого стихотворения, вывалила его и предложила подписчикам угадать не автора, а какие строчки на русском языке в этом стихотворении есть. И предложила там строчки стихотворения Фета, Тютчева и Пушкина, соответственно. Ну, читатели, то есть тут уже читатели немножко поломали голову, но иногда такие опросы нужны. То есть не расслабляйте их иногда и заставляйте их подумать. Вот. Очень классно идут игры, где надо из большого слова составить какие-нибудь маленькие слова. Да? То есть берете, например, слово там кардио, тренажер, да, вот я брала, и вот люди активно там писали. Вот. Ну, еще дополнительная мотивация была то, что, ну, вот я приписала, что вот мы загадали определенное слово, это было слово «лето», это было 1 июня как раз, или велотренажер было слово, да. Вот. То есть мы загадали слово «лето», типа, кто угадает загаданное нами слово, тому какой-то приз. Ну, в общем, потом, когда слово было угадано, когда комментариев было много, мы поздравили всех с наступлением лета, или как-то, то есть, опять же, внедрились в среду обитания. Вот. У кого-то я видела на стене филворды, да, то есть классная штука тоже с филвордами. Вот. Но не берите готовые. Во-первых, почему? То есть, ну, у меня тоже были попытки там искать готовые филворды, они не очень качественные, ну, в плане изображения. То есть ВКонтакте не пропустит такое изображение. Составляйте их сами. Это не очень сложно. Вот где вот эти вот большие слова, прямо просто их там расположите. Я вам сейчас расскажу о полезных ресурсах. Когда вы там, ну, то есть их освоить там дело 5-10 минут без там каких-то трудностей, без особых навыков работы в фотошопе. Вот, и сделать какой-то филворд самим, и, может быть, сделать это даже стилем и своим там форматом, да. Я думаю, что это может. Понятно, да, о чем речь говорю? Да, просто. А, понятно? Не очень. Ну, филворд, знаете, что это такое?
Фигворд. Типа кроссворда, но Ну, как кроссворд, просто там пишешь слова. готовый уже. То есть шаблон, да, и вот, ну, представьте, поле, клеточка. В каждой клеточке буква, да, то есть буквы якобы в хаотичном порядке. Но если внимательно присмотреться, то, например, в этом столбике можно увидеть там слово коньки, а здесь, например, слово лыжи, а здесь футбол, а здесь там еще какое-то. Вот я предлагала своим читателям, я составляла такой филворд, там, ну, больше 5 минут ему ушло. Вот, и предлагала своим читателям такую игру. Дескать, какое первое слово вам попадется, такой вид спорта вам и полезет. Ну, какая-то лабуда, в общем. И все любят тоже какие-то тесты там участвовать и какие-то угадайки играть. Ну, в гадание, да, такое какое-то гадание там. Что такое? Так. Так, по поводу вопросов сказала. Так, ну давайте тогда... Понятно по этому блоку, по вовлечению? Окажутся вам полезными приемы? Я думаю, что при создании... Есть Эдвард де Бона, у которого есть книга про 6 шляп про творческое мышление. То есть как научиться там творческому мышлению. Я думаю, что если вы прочитаете, то секреты творчества, они, то есть не нужно быть гением, чтобы там придумывать какие-то такие вещи. Это просто дело практики. То есть поначалу может быть трудно, потом у вас войдет в эти привычки. То есть я сейчас, наверное, с закрытыми глазами там ночью разбудить, заставь придумать какой-то опрос или конкурс. Ну, то есть это все дело практики. Еще раз автор, расскажите. Эдвард де Бона, метод 6 шляп, или как-то вот это, по поиску-то найдете обязательно. Де Бона, да. Вот. Ну и расскажу вам про полезные ссылки, дам вам. Презентацию у меня в ссылке. Как удобно сделать? У Лены ссылка есть. Как удобно сделать? Можете ко мне в личку постучаться, и я потом в личку вам отправлю ссылку. Как, ну, как удобно. Можете у Лены взять ссылку. То есть, презентация в Гугле, то есть с любого там, с телефона или еще где-то. То есть это не PDF, там, не Microsoft Point, эти тяжелые, которые надо где-то загружать и скачивать. Это обычная интернет-ссылка, вы зайдете и... Ну, это как... Для коллег, которые Марина Похлопова ведет. Да, коллеги, все состоят в группе у Марины Похолковой методический кабинет. Виртуальный. Не все. Но большинство. Ну, тогда я предлагаю вам добавиться ко мне, друзья, Елена Лобанова, к Марине Похолковой, друзья, и вы же легко найдете там, ну, то есть постучитесь и ссылку я напишу, она есть. Так, ну, больше всего, конечно, вопросы всегда возникают в связи с созданием фотоконтента. Ну, писать, напечатать умеем все, да, тексты. Ну, я имею в виду, выбивать, да. С картинками все гораздо сложнее. Что делать с фотоконтентом? Конечно, нас все призывают использовать уникальный фотоконтент, создавать качественные фотографии, но у нас не всегда есть технические возможности для этого, да, и я сама охотно пользуюсь стоковыми фотографиями, но ну, видели, что я с ними делаю. То есть либо их как-то обыгрываю, там делаю с них какую-то загадку, либо какой-то элемент бренда туда вставляю, либо говорилку, либо еще что-то. То есть играйте с фотографиями. Да? То есть не просто стоковую фотографию помещайте, а что-то с ней делайте. Вот. Причем ее нужно подогнать под размер. Вот я лично каждый день, то есть у меня не закрывается вкладка вот этого ресурса, Canva. Он бесплатный, то есть он условно бесплатный. Но для того, чтобы просто создавать изображение, да, для ежедневного постинга, его вот так вот выше крыши. Что нужно сделать? Есть уже готовые шаблоны, то есть вы можете коллаж сделать. То есть это просто перетащить фотографию из одного места в другое. Там буквально 15 минут там что-то попробуйте и все, и будете пользоваться им всегда. То есть подогнать изображение под определенный размер. Просто нашлепку какую-то сделать. Там еще есть много всяких функций, там есть и куча шаблонов, и платных, и бесплатных. Но даже я ими не пользуюсь. То есть его бесплатные возможности, они настолько хороши, что даже их не всех нам нужно. И он очень простой. И такой очень приятный интерфейс у него, очень классный. Есть еще крыло. Кто-то его любит, я им не пользуюсь, мне достаточно кормы. Есть фотограмма. Фотограмма — это русский ресурс. Иногда
Он прокручивает, конечно, но там что-то тоже нужно делать. То есть он еще проще, чем Canva, то есть кому-то достаточно его будет. Вот. Ну и последний ресурс, это ресурс для работы с гифками. Да? То есть можно найти гифки. Есть еще множество ресурсов, но я их не стала себе переписывать, потому что я вот вам даю ссылки на 5 сайтов, в которых ежедневно выходят материалы, помогающие вести соцсети. Причем эти материалы написаны мега просто, мега легко, то есть их просто читать, даже я вот знаю все вот это, да, но мне вот, я подписана на рассылку, то есть они мне в почту падают и так, и сяк. То есть даже как пример вот писания, да, то есть их стиль очень легкий. И вы можете там почитать и в инфостиле, и о ресурсах, и о инструментах для создания гиф, и обо всем. То есть и на Косе, и на Текстеле, то есть это ежедневные. Вот эти сайты я читаю каждый день. Они русскоязычные? Да. Только нетология. Ну, нетология это вообще классика. То есть я в нетологии училась. То есть они единственные, кто имеет, как это называется, государственная лицензия на выпуск SMM-менеджера. То есть у них вот курс, он единственный, кто лицензирован на государственном уровне. Я у них училась в прошлом году. И они классные. То есть в нетологии там вообще есть видеокурсы, они бесплатные. То есть там есть ресурсы, вы зайдете и вот прям вы, наверное, подсядете, как я. Я как маньяк уже. То есть каждый месяц мне приходит рассылка с бесплатными там мастер-классами, и они классные. То есть, это единственный платный курс, наверное, на котором я училась. То есть все остальные знания я черпала из вебинаров, которые бесплатные. И этого достаточно. У них же, да? У нетологии, да? У нетологии и там, на других там. Еще где-то, в основном, конечно, нетология. То есть они очень экспертные и компетентные, и все практики. Вот. Основатели популярных пабликов. Вот. В общем, очень рекомендую вот эти 5 ресурсов. И вот все ваши вопросы вот про GIF. То есть просто через поиск вбивайте там инструменты для создания GIF. И вам вывалит. То есть вы даже не успеете написать, он вам уже вывалит и все. Вот еще знаете, которые загрузите, чтобы не подцепить еще левого всего. Там даже все написано будет, что где. Там где платно, Учатся уже бесплатно, проверенные, то есть которые описание. уже Вот. Там даже, да, с каким-то коротеньким описанием будет идти. Вот. То есть вы выбираете для себя то, что вам удобно. Вот. Ну и у меня, наверное, по моему основному материалу, наверное, все. Если вот сказать, есть вопросы. Но я единственное могу подсказать, что какие праздники в марте нас ждут, чтобы облегчить вам написание контент-плана. То есть вы можете как составить контент-план. Сегодня у нас что? Давайте жизнь начнем с понедельника, да, как мы обычно все начинаем. Вот у нас понедельник, какое число будет? 15. 19. Вот ваш контент-план. 12 число, понедельник. У вас запланировано внутреннее какое-то мероприятие, да, вы знаете, что еще 19 числа ничего не будет. Вот. То есть понимаете, что в начале рабочей недели человеку надо раскачаться, то есть не особо его надо там развлекать, отвлекать, но и не особо нагружать. То есть какой-то информационный пост запланируйте. Там 1 или 2, может быть второй там с какими-то анонсами, в виде там подборки, да, или в виде какого-нибудь легкого вопроса. На вторник, например, вы уже знаете, что 20 марта у нас в календаре написано, что мы должны быть все безумно и всемирно счастливы, да, потому что Международный день счастья. Вы уже заранее можете для себя прокрутить, а что я могу подготовить для своих читателей на эту тему. Может быть, у вас какие-то книги интересные есть по психологии, да, там как стать счастливым или еще что-то. Может быть, вы цитаты возьмете, там 7 подборок цитат. Может быть, вы возьмете подборку цитат авторов, то есть там цитата о счастье у Достоевского, там, не знаю, есть ли вообще цитата о счастье? У кого там? Кто просил? У кого эта фишка счастья? Бунин, да, например, да, там еще что-то. То есть возьмите там подборка цитат в честь Международного дня счастья, да, там пожелайте мысли или еще что-то. Вот. К тому же 20 числа у нас день без мяса. День без мяса.
Напишите о том, кто был вегетарианцем среди писателей. Да. Или вспомните там известного мясоеда Крылова, какой-нибудь факт там с его стола, или там еще что-то. Ну, поиграйте с этими темами, я думаю, вашим подписчикам это будет интересно. Ну, 21 марта это ваш праздник, да, это день поэзии. Да, но не будьте шаблонны. Попросите читателей, не знаю, подписчиков зарифмовать какую-то простую там розы-морозы, например, да, вот эту пошлую рифму, да. Расскажите о том, какая история с ней была связана там у Пушкина, да, вот этот вот стихобаттл, да, когда там он, когда, кто там еще, Северянин, да, потом стал участвовать в этой битве рифм-то, ну, розы-морозы. Не помните? Ну, вот прочитайте эту историю, да, если забыли. Вот, она достаточно интересная, причем она будет интересна школьникам, я думаю, вашей аудитории тоже. Вот. И день лесов еще до кучи, да, в этот день. То есть тоже можно что-то придумать. То есть, не выпускайте, то есть не давите читателя одними событиями, одними датами, да, то есть даже если вам больше не о чем писать, например, в этот день, подайте это под разным соусом, да, формат. То есть если вы, например, поэзию там с помощью игры вовлечения, да, то есть отметьте, что сегодня Международный день поэзии, давайте там все почувствуем себя незнайками, да, я поэт с незнайкой, от меня лайка, да? Ну вот что-то такое. А второй повод поднесите как информационный, такой уже посерьезней, да, то есть поиграйте, развлеките и что там. 22 у нас день таксиста, да, ну, можно таксиста, то есть можно брать какие-то, наверняка там есть какие-то любовные романы, да, связанные с этим персонажем, или еще что-то. Ну, можно использовать, то есть не обязательно брать вот такие вот попсовые, да, там счастье, поэзия, еще что-то. Иногда стоит взять абсолютно, то есть быть неожиданным и взять абсолютно там предсказуемый повод и как-то обыграть его. День Балтийского моря в этот же день. 24-го будем все бороться с депрессией. Вот. Кто как, то есть можно спросить читателя, вообще, ну, случается с вами штука такая, да, и вообще как вы с ней боретесь, то есть поделитесь, дайте готовые ответы. То есть, ну, не надо, не ждите от того, что там, ну, какая-то читательница, она может быть одна там на 200 миллионов, начнет писать там способы борьбы. Дайте готовые ответы, кто с чем там, кто-то там новым шарфиком ярким, кто-то там, ну, какую-то там апельсины, да, на стол кладет там сумки сейчас, носит. В общем, как-то, ну, творчески тоже подойдите к этому поводу и вот. И спросите у читателя, предложите готовый вариант ответа, и в комментариях вы уже можете предложить список литературы, да, на эту тему. Или там, какой роман вам может помочь, или вот какой-то там героини там была депрессия. Анна Каренина. Кстати, да, вот шаблонное мышление, да, я тоже первое. Вот я подумала об этом, но думаю, нет, не буду говорить. Думаю, сейчас сумничаю, но забыла фамилию автора. Этот Януш. Нет. Януш Вишневский. Вишневский, вот. Думаю, что это фруктовое Думаешь, такое. в сети или что-то? Ну да, вот. Вот, Ну, кстати, такая да. хорошая книга. Очень О вкусах не спорят, да. Ну, в общем, подойдите не шаблоны. Я думаю, что когда вы войдете в эту творческую струю, и, как говорится, ну, каждый, ну, опять вспоминайте вот эти вот 4, да, составляющих конкретно. Аналитика, стратегия, творчество, креатив, да, и эксперимент. То есть экспериментируйте, но каждый раз смотрите, насколько ваш эксперимент, он внимателен интересам вашей аудитории, да, может быть там, ну, не будьте, не самовыражайтесь, да, то есть смотрите, что вы все-таки пишете не для себя, а для вашего подписчика в первую очередь. Не забывайте о нем никогда. Вот, ну, по моему материалу все. Вот я вам желаю быть творческими, быть легкими в стиле, в идеях, черпать каждый день чему-то учиться, но я думаю, вы это и так делаете. Мы, женщины, каждый день всему чему-то учимся. В общем, желаю вам весны в душе, желаю вам не заморачиваться на вашей работе и, как говорится, жить с работой флиртуя.